أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вера в судьбу. То есть истинный мусульманин, который действительно считает себя мусульманином, уверовавшим, должен, кроме того, как поверил в Аллаха, в Его ангелов, пророков, в книги, он должен уверовать еще и в судный день. И одно из определений веры, одно из столпов веры – это вера в судьбу, предопределение. Мусульманин считает, что изначально вся его судьба, вся его жизнь предопределена, предписана. Так же, как некий инженер, прежде чем построить какое-нибудь здание, он сначала чертит план и готовит к этому, также и мы должны понять, что Аллах Всевышний, Он выше всех своих творений, Он предопределил, запланировал изначально. Когда же Он запланировал? Перед тем, как создать человека? Нет. Аллах Субхану ва Тааля азали. Его план, его тагдир, его предопределение было изначальным. То есть мы должны уверовать в то, что Аллах предписал нам, предопределил нашу судьбу, что может это быть судьба счастливая или несчастная. Мы все это принимаем как милость Аллаха. Аманту билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва льяумил ахри ва кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Та'аля. То есть уверовал я в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, посланников, в судный день и в судьбу, Его предопределение, что все хорошее и все плохое, все счастливое или несчастное происходит по воле Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля давно нам предписал все наши действия, всю нашу жизнь. Говорим действие, да, человек имеет право на действие. Он имеет право на то, чтобы отличить добро от зла. Но Аллах Субхану ва Тааля, как говорит Мухаммад саллаллаху, когда человек находится в утробе матери, и ему исполняется 4 месяца, 16 недель, Аллах Субхану ва Тааля отправляет к нему ангела, который называется Рахмиюн, который входит в утробу матери, в Рахм, и пишет на лбу у этого ребенка, лоб здесь подразумевается, что определяется ему судьба, пишет ему. Аллах Субхану ва Тааля наущает его, заставляет, приказывает его записать ему, что когда он родится, будет ли он мусульманином или отрицающим Аллаха. Будет ли он счастливым или несчастным? Будет ли он богатым или бедным? То есть определяется его достаток. И определяется время его смерти, вплоть до секунды. Какое время, когда он уйдет из этого мира. То есть это неизменяемая судьба, 4 определения, которые уже записываются ребенку, будущему человеку уже в утробе матери. После этого мы знаем, что Аллах Субхану ва Тааля месяц Шаабан, 15-ю ночь, перед 15-м днем, Аллах Субхану ва Тааля призывает к себе ангелов, которые возносятся к Его величию с отчетами, и Аллах Субхану ва Тааля принимает эти отчеты и после этого заставляет одного ангела потрясти древо жизни. То есть Мухаммад саллаллаху говорит, что есть древо жизни, на листочках которого определены имена каждого живого человека на земле. И когда ангел потрясет это древо жизни, оттуда падают листочки. И тот листочек, который упал на землю с этого дерева,
ну, где-то смысловой, что это земля. То есть упал с дерева листочек с надписью имени того или иного человека, Мухаммад ﷺ говорит, что этот человек в этом году уйдет из этого мира. Аллах Субхану ва Тааля принимает все наши отчеты, где показываются наши грехи, наши недостатки, наши упущения. Из-за этого мы в этот день молим Аллаха: «О Аллах, если есть возможность, замени все наши упущения, недостатки и ошибки и грехи своим вознаграждением. О Аллах, сделай так, чтобы мы жили в праведности и в поклонении, чтобы мы были праведными Твоими рабами», говорим мы в эту ночь, моля Аллаха, молим Его и обращаемся к Нему. Следующий месяц, месяц Рамазан, Лайлатуль Кадр, Аллах Субхану ва Тааля не спосылает своего ангела, Рух, Джабраиля алейхиссалям, и вместе с ним спускается армия ангелов, которые ходят до рассвета и раздают достаток, и приносят мир в дома мусульман и те, которые веровали. Из-за этого говорят многие ученые, что это определение более подробного предопределения на целый год. Исходя из этого, человек будет жить так, как Аллах Субхану ва Тааля предписал ему жить за целый год. «Вакуллю яумин хуа фи ша'н», говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Яс'алунаху ман фис самавати вал ард, вакуллю яумин хуа фи ша'н». И просят его все те, кто на земле и на небесах, и каждый день Аллаху Субханаху ва Тааля продолжает ниспосылание своей милости. Некоторые его переводят, в некоторых тафсирах переводится как «он делает свое дело», но в основных тафсирах переводится как «ниспосылает свою милость на целый день». Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, объясняя нам этот аят, говорит, что вы, когда заканчиваете фарз намазы, до восхода солнца молите Аллаха, читайте Коран, делайте зикр, совершайте тасбихи и молите Аллаха, просите Аллаха, потому что до восхода солнца, после окончания фарз намазов, ангелы по повелению Аллаха Субханаху ва Тааля раздают достаток людям. Не оставайтесь в стороне от того достатка, который вам посылает Аллах, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть до рассвета, до восхода солнца Аллах Субхану ва Тааля еще как бы в нашем понимании предписывает, предопределяет еще более подробную нашу судьбу уже за целый день. Исходя из этого, мы каждый день молим Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: молите меня, обращайтесь с мольбой ко мне, воздавайте дуа, и если кто отказывается от дуа, я его ввергну в джаханнам, в гиен, потому что дуа, мольба, молитва – это ибадат, поклонение. И мы знаем, что судьба, предопределенная Аллахом Субханаху ва Тааля, она не меняется. В руках Всевышнего, в Его воле. Может Он повести человека так, или может повести другим путем. Изначально ему определяется быть ему мусульманином или отрицающим Аллаха кафиром. Изначально на его лбу написано, кто он такой, счастливый или несчастный. Что такое счастье или несчастье? Счастье для верующих – это то, что он может понять, что у него существует хозяин в виде Всевышнего Аллаха, и он может поклоняться. Слава Аллаху, говорим мы, что Аллах создал нас людьми. Представьте, если бы Он нас создал какими-нибудь животными в виде обезьяны, свиньи или каких-нибудь других животных, и мы бы валялись в грязи и выделывали бы все то, что как не подобает. Слава Аллаху, что Аллах Субхану ва Тааля сделал нас мусульманами. Он внедрил нас в лоно ислама. Слава Аллаху, что Он послал нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы горды тем, что мы являемся общиной Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
потому что это община, умма Мухаммада, все до единого, кроме которые действительно стали кафрами, мунафиками или мушриками после того, как уверовали, кроме них все остальные войдут в рай. Об этом Мухаммад ﷺ обещает, говорит: я буду лично ходатайствовать. Слава Аллаху, что мы живем в данное время. Слава Аллаху, что мы состоим в той группе, в той фирка, который, аль-фиркатун наджия, который спасется от зла огня гиены, который войдет в рай, что мы ахли сунна валь джамаа, и альхамдулилля, что мы отворачиваемся, что Аллах Субхану ва Тааля сделал нас ахли сунна джамаат, не ахлю бидга, те, которые отрицают ахли сунна валь джамаат, или же те, которые идут своими надуманными путями в исламе. Предопределение, судьба, тагдир, мы принимаем его всю, как есть. И говорим, что мы счастливы, что мы в исламе и поклоняемся. Мы благодарим Аллаха, что Аллах Субхану ва Тааля определил нам достаток. Настолько, насколько Он определил нам сегодня. И мы не требуем большего. И не разочаровываемся, если Аллах Субхану ва Тааля сделал меньше достатка, чем у некоторых других людей. Мы должны понять, что если Аллах обогатит какого-нибудь нищего, то он не сможет поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Если ему предопределено быть бедным и жить в поклонении, и если вдруг Аллах Субхану ва Тааля его внезапно обогатит, Мухаммад ﷺ в хадисах своих предупреждает об этом и говорит, что бойтесь того, что Аллах внезапно вас обогатит, потому что это отвернет вас от поклонения Аллаху, и вы будете постоянно сидеть считать свои богатства. Аллах Субхану ва Тааля об этом нас предупреждает в Коране, что достаток, чрезмерный достаток может заблудить вас, увести с прямого пути. А если тот человек, у которого Аллах Субхану ва Тааля определил большой достаток, и вдруг Аллах Тааля заберет у него этот достаток, и станет он бедным, с ним произойдет тоже несчастье, что он будет бегать, искать свой достаток и забудет про поклонение Аллаха. Это я к тому, почему же Аллах Субхану ва Тааля сделал одних с достатком, с широким достатком, а других с менее достатком. То есть бедные и богатые. Мы, мусульмане, принимаем, что некоторые могут быть бедными, некоторые могут быть богатыми. Самое настоящее богатство для мусульманина – это богатство души. И мы просим у Аллаха, молим Аллаха: о Аллах, сделай нас нищими по отношению к Тебе, чтоб Тебя нам не доставало постоянно, чтобы мы просили Тебя: Аллах, 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 ла иляха илля Аллах. И не делай так, чтобы мы забыли Тебя, не были из заблудших. Судьба, которая определена нам Аллахом, мы принимаем такой, как есть. Некоторые говорят, что мы же не роботы, у нас тоже, наверное, есть какой-то выбор. Да, есть выбор. Аллах Тааля показывает нам: вот это добро, вот это зло, вот это путь добра, а вот это путь зла. Если у тебя есть разум, ты совершеннолетний, ты можешь наблюдать, по какому пути надо идти человеку. Об этом Аллах Субхану ва Тааля объясняет нам в Коране. Для того, чтобы мы еще более ярче понимали Коран, Аллах Субхану ва Тааля нам ниспослал своего посланника Мухаммада, который прожил этот Коран, практически претворил теорию, которая написана в Коране, на практике и сделал сунной. То есть мы следуем Корану и сунне пророка. «Ман атава расуль факат атага Аллах». Следуйте за посланником, подчиняйтесь ему, потому что если вы подчинитесь и последуете сунне, вы будете следовать указаниям Аллаха, которые Он указал в Коране. Да, есть некий выбор, тот, который мы называем развлечением добра и зла.
Для этого существует Коран, для этого существует разум, для этого существует пророк Мухаммад, саллиллаху, его сунна на сегодняшний день. И для этого существуют ученые, которые ведут за собой, которые объясняют Коран и сунну, чтобы мы пошли тем путем, по которому шел пророк Мухаммад, саллиллаху, его прекрасные сахабы, и табигини, и атбагу табигини, и все друзья Аллаха, аулия, и те, которые праведники, те, которые были близки к Аллаху. Да не спошлет нам Аллах Субхану ва Тааля и нашим детям прекрасную судьбу, которую, проживя на этой земле, мы достигнем довольства Аллаха и Его любви, и Он нас введет в свою милость, называемый рай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.